Меня зовут Рустам Габитов. Я родился в Башкирии в 66 году в Башкирии, в Избелиловском районе, село Аскаров. Какие были предпосылки для приезда в Москву? Живя в Аскарово, ну как-то брат у меня пошел в РДК, в духовой оркестр. Ну, вот. И приносил он домой трубу. Ну, смешно, конечно. Он играл на трубе, а я подпевал. Ну и вот. И прошло, наверное, год-два. В музыкальную школу приехал молодой педагог. Ну и вот. И набирал, естественно, учеников. И я пошел туда на трубу. Ну и вот. Начал на трубе, так же, как и брат. Ну и вот. А потом приехала из Уфы комиссия из школы-интерната воспитанников. Ну, прослушали меня, и на следующий год меня забрали в Уфу. В этой школе мы полгода учились только то есть ходили на общеобразовательные предметы. А потом через полгода пошел отбор на всякие инструменты. Ну вот, когда меня начали смотреть, я говорю, я хочу на трубу. Ну, сделайте прикус, покажите зубы и так далее. Подобное. Он говорит, нет, вы не подходите, на ударную. Ну, тут вы не поверите, я заплакал. Ну, вот. Очень хотел на трубе играть. Ну, вот. Потом, естественно, я начал играть на ударных. Ну, как таковой не занимался. Ну, я сдавал экзамен, то есть мне как-то легко сдавалось. Я сдавал экзамен. А потом, уже в 10 классе, по тем временам, 83-й год, я уже понимаю, я заканчиваю школу, и что-то надо делать. И тут я долго думал, естественно, начал заниматься и поставил цель поехать в Москву учиться. Поступал в училище имени Гнесиных. Меня, конечно, сразу убрали. И через год я поступил в музыкальное училище при консерватории. Чем сейчас занимаетесь и где работаете? Не знаю, к сожалению или к счастью, в большинстве случаев я преподаю в школе имени Гайдена, причем статусная школа. Вот. И там были претенденты, и почему-то меня выбрали. Вот. И в свободное время, естественно, я занимаюсь. Иногда даю мастер-классы, и в некоторых проектах, которые мне предлагают, если есть время, я отыгрываю. На каких инструментах вы играете? Именно барабаны японский Yamaha. То есть у меня есть Yamaha, но как бы я потихоньку собирал. И у меня есть сейчас ударная установка, которая сделана в Японии. Off-custom, то есть. А что касается тут же еще барабана, сам барабана, а есть еще тарелки. Я вот играю уже достаточно давно на турецких тарелках, называется фирма Turkish. Ручная работа и очень доволен. Рустам Агай, мы слышали, что вы отыгрываете на кремлевских концертах и на других больших мероприятиях.
Ну, не знаю. Бывает в Кремле концерт. Бывает, всё. Но последний большой концерт, ну, я участвовал в «Песне года», который был вот в Олимпийском. А на башкирские мероприятия зовут? А что касается вот башкирских встреч в Москве, меня вот Альберт Фатахов частенько зовет на какие-то концерты. Ну и могу я прихожу, не могу прихожу. Вот есть еще Забеда Хазиева, тоже приглашает частенько, но не всегда мне удается. Скажите, пожалуйста, пару слов о творчестве и о построении карьеры. Ну, я не помню, кто-то говорил, найди себе то, что нравится, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Ну, я с этим полностью согласен, но мне как бы повезло. Я полюбил музыку, и, между прочим, в 90-е годы, когда был в стране вот так вот, я попытался уйти. Я, наверное, ушел на месяца 3, и потом, грубо говоря, я завыл и вернулся обратно в музыку. То есть слово карьера я не совсем я понимаю, потому что сейчас среди молодежи много карьеристов, которые хотят, ну, грубо говоря, кем-то, да, но не имея никаких навыков и не любя то, чем они занимаются. То есть все-таки, когда человек выбрал что-то такое, да, неважно, это музыка или что-то такое, там, пусть бы даже менеджер там, каких-то вот проводов, если он это полюбил и не думает о своей карьере, ну, все пойдет по маслу. Ну, вот мне посчастливилось работать у Зыкина, она говорила, все с собой не возьмешь. Ну, вот. И как бы жить и работать просто для того, чтобы заработать просто денег, ну, это не жизнь. Так что вот так вот.